Шафкатты Германияда әрбір бұрышта танып жатыр. Менімше бұл шафкат жайлы емес, себебі ол өте мықты. Психологиялық және менталдық тұрғыда шафкат өте мықты деңгейде. Сондықтан оған бұл қажет емес. Кішігірім шафкаттың емі қалай өтіп жатыр және қашан оралады, сол жайлы айтсаңыз. Науқастар тізесіне сенбеген кезде, тізесі ары-бері қозғалып бара жатқан кезде. Иә, расымен. Шафкат Рахмонов қалай емделіп жүр Германияда? Иә, достар. Бүгін біз Михаил Марквардтан біздің Шафкат Рахмоновтың Германияда емделуіне, операция жасауына, барлығына көмектесіп жатқан, қадағалап жатқан кісіден сұхбат алатын боламыз. Ол кісі бізге Шафкат Рахмонов UFC-ге орала ма, жоқ па, оралса өзін қалай сезінеді, қандай травма өзі Шафкат Рахмоновта, не болып жатыр, өзін қалай сезінуінде, соның барлығын айтатын болады. Сендермен мен Иманғали, бұл Солайде арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада, сондықтан тіркелуді ұмытпаңдар. Ал біз бастаймыз. Благодарю. Ну что ж, можем начать тогда. Приветствую вас, Михаил. Здравствуйте, рад вас слышать. Для начала объясню нашим зрителям, кто вы, чем занимаетесь. И главное, но сразу же это для нашей аудитории, это человек, который сейчас помогает нашему бойцу Шафкату Рахмонову, с которым мы многие казахстанцы сопереживаем, желаем скорейшего выздоровления. К тому же Михаил работал у нас в Караганде, в футбольном клубе «Шахтер». К тому же основатель Medical Connections, менеджер по спортивной медицине, который способствует многим профессиональным спортсменам добиться без очереди лучшего лечения и операции. Правильно ли все? Можете что-то добавить, если что-то упустил? Да, могу добавить. Я родился в Темиртау, я не чужой человек для Казахстана и прожил в этой прекрасной стране 16 лет. Потом действительно после окончания института ненадолго вернулся в Шахтер Караганда, но это был совсем там прям буквально несколько месяцев, очень короткий период. Ну да, потом вернулся и да, организовал здесь в Германии 25 лет назад компанию. У нас действительно очень большой поток пациентов, у нас было больше, чем 1000 профессиональных спортсменов за все время. Вас, я так понимаю, интересуют борцы в основном, ну, Да. вот из тех, кого могу назвать, это Рустам Хабилов и Виталий Минаков был такой чемпион Беллатор. Ну и кроме этого у нас было очень много борцов, боксеров, ну, классических видов спорта. Александр Карелин и Белял Махов, олимпийский чемпион, стал после операции у нас олимпийским чемпионом, и Бахтияр Ахметов тоже в тяжелом весе. Ну, в общем, если вспоминать, достаточно много будет. Но я выучил один большой урок по сравнению с другими видами спорта. Борцы, боксеры всегда просили не давать никакую информацию до Олимпийских игр о них. Это закрытая информация. Почему? Потому что могли люди догадаться, что по определенной проблеме приезжал к нам спортсмен, и могли начинать, условно говоря, бить в это самое место, там, в колено, и поэтому я даже знаю, что некоторые после лечения у нас ребята одевали на коленях там, на другую ногу, чтобы сбить там, ну, с толку соперника. Ну, в общем, у вас есть, да, своя специфика. Да. Хотел бы у вас спросить, я вот часто вижу, как вы с Шафкатом Рахмоновым вместе гуляете по парку, в музее вместе ходили, и хотел бы узнать, как вы думаете о Шафкате как личность и как спортсмена в целом? Да, я могу немножко говорить про Шавката, но только потому, что он сам разместил эту информацию в социальных сетях. И вы знаете, это необыкновенный человек. И не только для меня, вот когда такие сильные люди, большие сильные люди, вот у них, когда рядом стоишь, у них чувствуется такая внутренняя сила. И опять по аналогии с Александром Карелиным, абсолютно такая же реакция у людей посторонних здесь, в Германии, которые его узнают, а узнают его тут на каждом шагу, то первая реакция удивления, а вторая реакция улыбка.
люди начинают улыбаться, все до одного. То есть мы с ним даже, он, кстати, выставил, этот тоже пост мы были, и в старой пинокотеке, это где картины старых классических мастеров, где там, ну, там очень старых. Это известный такой музей европейский. И даже там ко мне подошли так очень робко двое ребят в интернете, показали в телефоне мне, что вот это вот Шавкат, и спросили, это правда он? И я говорю, ну да, он. Шавкат уже понял, что они хотят сфотографироваться с ним. Он никому не отказывается. Еще одна аналогия с Карелиным. Он никому ни разу не отказал. И они прям забыли про Рубенса и про всех остальных мастеров, и так обрадовались, сфотографировались. И, по-моему, они даже после этого уже даже ушли. Ну, в общем, мы их больше не видели. Шавкату, кстати говоря, очень понравился музей, он его очень сильно оценил. Мгм. Круто, круто. А вот мы сильно переживаем насчет Шавката, вот желаем скорейшего выздоровления. И можете ли хотя бы немножко рассказать, как вообще проходит лечение, как скоро он может вернуться на бои, и еще после ваших операций почти все, можно сказать 90% спортсменов не просто вернулись в спорт, а добились еще больше результата. И такая же большая вероятность мы ждем от Шавката и вообще в целом. Можете ли немножко про это рассказать, про процесс? Я, опять же, не могу говорить конкретно про Шавката, не Мгм. имею права, это Мгм. может только он сам сказать. У нас возврат в спорт профессиональных спортсменов на прежний уровень близок к 100%. М. А, И в целом вам могу сказать, что наша главная задача, и мы очень довольны, если так получается, чтобы спортсмен после операции, если такая была, и после реабилитации у нас вернулся, вы правильно заметили, еще сильнее, чем он был. Почему такое возможно? Потому что во время реабилитации в этом процессе участвует очень много специалистов. То есть классическая реабилитация – это тренер по реабилитации, врач, спортивный ортопед, хирург, который курирует весь этот процесс, физиотерапевт, мануальные терапевты, остеопаты. Остеопат – это тот, кто в Германии, сейчас это немножко изменилось, а вот еще несколько лет назад, чтобы получить диплом остеопата, надо было учиться 9-10 лет, то есть дольше, чем хирург. То есть хирург уже имел право там, ну, что-то делать, да, оперировал, а остеопат вот не имел права, ну, то есть диплом остеопата получал тот, кто вот имел право, вот, ну, то, что развито у нас там, давайте я вам там вставлю, только через 9-10 лет. То есть мы верим в доказательную медицину, то есть нужно вот в этом во всем процессе участвовать сам пациент и вот эти 5-6 специалистов узкого профиля, которые я вам назвал. И в это время это очень хороший момент, потому что это люди, которые специализируются на этом, и они видят слабые места пациента. То есть почему спортсмен иногда возвращается, как мы говорим, в более лучшем состоянии, чем это было до травмы? Потому что сумели определить во время реабилитации его самые слабые места и улучшить их. То есть человек сильный настолько, насколько сильно его слабое место. И пока он готовился там, ну, к своим соревнованиям, и у тренеров была другая задача подвести его туда в оптимальном состоянии, то у нас тренер по реабилитации, это просто термин, который примерно похоже называется. На самом деле это совсем другая специальность. И человек, который получает диплом тренера по реабилитации, он точно так же заканчивает университет, и они очень много, практически каждую неделю участвуют в каких-то образовательных программах, конференциях, в общем, постоянно самообразовываются. Долго говорю, коротко если сказать, то это смысл такой, что во время реабилитации обнаруживают слабые места пациента, которые можно усилить. И когда их усилили, то вот за счет этого вот человек, это индивидуально все, конечно, человек Мгм. возвращается на футбольное поле или на татами, или в клетку, что у вас там более сильный, чем он был до этого. Потому что у каждого из нас есть слабые места. Да, да, это круто. А насчет примерного времени не можете, да, сказать, когда вернется Шавкат, к примеру? Не могу, не имею права, во-первых, это Мгм. говорить. У нас, конечно, есть в голове там определенный план, и самое главное, что он есть у него. Мгм. И, ну, мне кажется, что мы на правильном пути. Я думаю, что
ну, мы все и вы имеем право надеяться на то, что это произойдет, и вот, ну, произойдет в оптимальном, ну, в оптимальном... Я, опять же, не могу, сбиваюсь, не могу назвать сроки. Это будет Мгм. зависеть... Я не знаю специфику этого боя, я больше... У нас большинство Мгм. пациентов у нас все-таки футболисты, хоккеисты, немножко другие виды спорта, где мы имеем гораздо больше опыта. Мгм. Хорошо. Я вот хотел бы спросить про ментальную часть, потому что когда вы говорили про футболистов, сказали, что ментально им сложнее, и они придумали такие там в залах окна, реабилитационные окна возведены на футбольное поле, чтобы человек, который травмировался, реабилитировался и видел, как там играют футболисты, и тем ему легче восстанавливаться. А в плане бойцов, ММА бойцов, боксеров, это как у вас работается, есть ли кто-то, кто работает ментально с спортсменами? Нет, мы пробовали это все и перестали. У нас получился негативный опыт. А, Окна реабилитационных центров в футбольных клубах, те, кто могут это себе позволить, Челси, Бавария, они на самом деле расположены так, чтобы те, кто находится на реабилитации, чтобы они видели тех ребят, которые в это время на поле готовятся к играм. Ну, это у них мгм. как бы эмоциональная, получается, поддержка такая. Но это далеко не самая главная вещь. Самая главная вещь происходит в зале. Просто для борцов это привычная нагрузка. Футболисты, они не привыкли столько времени проводить в зале, делать вот эти вот скучные базовые упражнения. И вот возвращаясь к тому, что вот, ну, в основном же у нас травмы передней крестообразной связки у футболистов. Мгм. А что касается борцов или вратарей футбольных, у них чаще происходит повреждение задней крестообразной связки. Мгм. А тут технически это для хирурга примерно одно и то же, а на самом деле разница получается в реабилитации до того, как спортсмен полностью восстановился и может участвовать в соревновательном процессе, на 3 месяца отличается. И вот эти вот 3 месяца, казалось бы, вот, ну, для нас в обычной жизни это, наверное, так, не так уж и много, а вот именно в психологическом плане это огромное значение имеет. То есть мы видим то, что когда это 9 месяцев или 6 месяцев восстановления, то это огромная разница. Но я не думаю, что это вопрос Шавката, потому что этот человек настолько сильный, что он, ну, что, ну, психологически и ментально он настолько сильный, что ему, я не думаю, что кто-то нужен. Я Мгм. думаю, что это самая маленькая его проблема. Самая большая работа это происходит вот в зале вот с помощью вот этих всех специалистов, которых я назвал, ну и самого Мгм. пациента. Круто, круто. А теперь хотел бы спросить насчет травм бывших бойцов, которые у вас лечились. Что они лечили? Можете об этом рассказать подробно? Вы знаете, с борцами, как я уже говорил, Мгм. большинство из них просят до важных стартов о них не рассказывать. И Ага. я вот в преддверии разговора с вами я просто восстановил, ну и подумал, что это будет интересно Мгм. именно про UFC. И я знаю, что у нас был Рустам Хабилов, такой боец, но это уже он достаточно давно был. Я знаю, что в одном из боев, и вот как раз его и заменил Хабиб, и, по-моему, с этого, возможно, и началась карьера Хабиба. И у нас был Виталий Минаков, это такой бывший дзюдоист, много раз там чемпион мира, который тоже был чемпионом Беллатор, по-моему, в тяжелом весе. Мгм. А из борцов классических, ну вот я вам уже назвал Александра Александровича Карелина, у нас был Белял Махов, это, который после операции, это я могу сказать, потому что Мгм. он разрешил мне, это было в прессе, который после операции у нас на плечо вернулся на ринг, весил он 130 килограмм, и в этом весе стал олимпийским чемпионом. И он был первым борцом, который после операции на плечо вернулся в профессиональный спорт, но еще достиг таких результатов. У нас был до него на Олимпиаде побеждал Ахметов, тоже из Дагестана, запамятовал имя, тоже стал, выиграл Олимпийские игры.
Ну и были еще, конечно, у нас были еще ребята, я просто не помню сейчас их имена, Мгм. более легкого веса, да. Ну и были, соответственно, и боксеры тоже, да. Мгм. Понял. Хотел бы спросить насчет разрыва крестообразной связки. Я не знал об этом, только сейчас узнал, что существует два разновидности. Это передняя и задняя разрыв крестообразной связки. Можете ли подробнее об этой травме рассказать? Но это еще немножко все сложнее, потому что, как А, правило, при повреждении передней крестообразной связки участвует так называется классическая триада. Участвует еще, как правило, мениск или одна из боковых связок. И это оба повреждения, когда ухудшается стабильность колена. Когда колено начинает гулять, то, что врачи в народе называют выдвижной ящик, когда колено, ну, пациенты не доверяют колену, когда оно может уйти в сторону. А передняя крестообразная связка, она просто отвечает за направление в одну сторону, за смещение, а задняя в другую. Ну, пациент испытывает как бы нестабильность примерно одинаково. Это уже хирург видит на МРТ и при обследовании и понимает, что нужно сделать для того, чтобы колено снова стало стабильным. мгм. Понял. И каково процент после вот этой травмы, операции, лечения, восстановления карьеры спортсменов именно после этой травмы? Очень важный вопрос вы задали, потому что тут считается так, что половина успеха это зависит от операции, а Мгм. вторая половина успеха зависит от реабилитации. И если операция длится там, час, иногда 2 часа, и пациент в это время находится под наркозом, и, в общем-то, ему хорошо, ему даже очень хорошо, то потом наступает вот этот вот процесс многомесячный, когда вот и психологически это сложно, и когда нужно 6 раз в неделю приходить в реабилитацию и делать вот эти вот скучные упражнения, которые я вам уже говорил. Это гораздо более сложнее, вот эти вот несколько месяцев провести в зале до тех пор, пока там начинаются какие-то упражнения, которые игровой характер носят, и тогда уже ребят прям загораются глаза, и они прямо, ну, оживают. А я еще вам забыл сказать, есть же определенный период, когда нужно ходить на костылях, а это для мальчика, который только что, это не одна неделя, это чаще всего несколько недель, и это для абсолютно здорового человека, который еще совсем недавно был человек, который мог горы свернуть, и вот ходить на костылях, это все бывает очень-очень сложно психологически. Мгм. Мгм. Понял. Но Очень. значение реабилитации играет огромную роль. То есть она считается, Мгм. что это 50%. Хотя, Мгм. если разрешите, я вам про операцию тоже скажу, Да, потому что давайте. тут тоже есть отличия, потому что наука не стоит на месте. Вот наш профессор Херберт, который делает передние крестообразные, ну и задние крестообразные связки, делает тоже он. Есть всего два врача в Европе, которые вот научились эти связки делать плоским методом, потому что сама связка, она у нас носит плоский характер. И это оправдывает себя, потому что она анатомически подходит. В общем, тогда стабилизация колена лучше, тогда и восстановление быстрее, потому что она там прорастает быстрее, эта связка. И был еще один врач в Америке, который Ибрагимовича, футболиста, оперировал, но его уже нет сегодня с нами. И, в общем, осталось активных на сегодня известных три врача. Один в Австрии, а второй вот в Германии, профессор Херберт. И тот врач, который в Австрии, он тоже выходит на пенсию. Он теперь с Обамой книги начинает писать, он хочет, в Мгм. общем, он не хочет больше работать. Поэтому у нас и так был огромный наплыв, и мы как-то вот распределяли все эти спортсмены высокого уровня, да не только спортсмены между этими специалистами, а вот сейчас вот ровно вот как раз с начала мая вот тот австрийский специалист, его имя доктор Финк, он тоже вышел на пенсию. Поэтому нас ждет новый интересный этап, но будем интересно, мне самому интересно, как мы будем с этим справляться. Будем, но мы привыкли, мы уже оперировали и в воскресенье, и было, что и в час ночи из клиники выходили. Мы готовы к новым вызовам, да, но, в общем, время покажет, как мы с этим справляемся. Мгм. Понял, понял. Хотел бы еще спросить про эту травму. Можно ли предостеречь себя
бойцы или футболисты? Нужно ли наращивать мышцы, чтобы крестообразная связка не рвалась? Как предостеречься? Тоже очень важный момент вы затронули, потому что профилактика травмы – это очень-очень-очень важный аспект. И вот я постоянно говорю про футболистов, просто в футболе этому больше уделяют внимание, потому что, как-то они, особенно вот в Казахстане, я знаю, сейчас частные деньги зашли, а когда заходят частные деньги, то люди сразу же понимают значение медицинского штаба, то есть наверняка, я видел все это, как в России происходило, придут сейчас еще больше специалистов, тренеров по реабилитации, которые еще во время любой тренировки будут учитывать их рекомендации для того, чтобы эти травмы не случались. Но известная вещь в футболе, есть известных 280 предикторов травм. То есть 280 причин, которые могут повлиять на травму. Поэтому, конечно, со всеми ними справиться невозможно, но во всех командах этим активно занимаются и пытаются. Как это избежать в контактных видах спорта, вот что касается борьбы, бокса, ММА, я даже не знаю. Тоже готовиться к этому нужно. Нужно все эти новые современные методики, нужно их применять для того, чтобы какие-то вещи точно можно минимизировать. Но когда два вот таких огромных человека сходятся, я боюсь, что тут слишком высокий фактор риска. Я думаю, что у них у всех есть какие-то, конечно, травмы. Понял. А теперь хотел бы насчет операции спросить. Вы ранее говорили в подкасте, что внедряете ИИ, что делали уже операцию с ИИ, и как успехи, может сейчас еще что-нибудь добавили и попали в книгу рекордов Гиннесса, это тоже я хотел бы спросить. Нет, заявка подана, операция была примерно год назад, первая, мы так думаем, что это была первая в мире операция на колено, которую делали одновременно с искусственным интеллектом. Заявка подана, я, честно говоря, не интересовался, мы уже настолько, с развитием искусственного интеллекта, настолько пошли уже дальше, что уже какие-то новые вещи появляются, что это уже так становится уже вчерашним днем. Обязательно вам сообщу, да, хорошо, спасибо, что вы мне напомнили, потому что, конечно, такой аргумент, да, очень интересно, я обязательно поинтересуюсь. Быстро все продвигается, быстро все происходит, но не любая новая методика находит свое оправдание. Вот, пожалуй, из того последнего прорыва, связанного с операцией именно по реконструкции связок передней или задней, или боковых тоже, вот эта вот техника плоской связки, это, наверное, такой самый революционный, то, что себя очень сильно оправдало. Я, кстати, если можно, похвастаюсь, у нас из сборной Казахстана на последней игре с Словенией я был, приезжал, у меня были тогда два футболиста здесь, Михаил Габышев и Исламхан, и сборная играла рядом, мы приехали, я насчитал 7 своих бывших пациентов сборной Казахстана, включая главного тренера на тот момент Адиева. Круто. Приятно было, да, встретить ребят, которых, особенно те, кто полностью выздоровели и вернулись. Ну вот на последней Олимпиаде у нас тоже были. У нас могул фристайл было 3 наших пациентки. Среди них вот Юлия Галышева, которая на предыдущей Олимпиаде, она то ли бронзовую, то ли серебряную медаль выиграла, не помню. Но, к сожалению, в этот раз не получилось. Но все 3 наших девочки попали в десятку, я знаю. Это очень стабильный результат и позволяет надеяться на более успешные старты в будущем. Круто. Еще хотел бы спросить насчет цены операции. Говорили, что это 16 тысяч евро, и она не изменилась. Такая же цена. Нет, мы пока эта цена осталась 16 тысяч евро. И вот сейчас говорите, это одна из самых дорогих наших операций. Это операция по реконструкции передней крестообразной связки. У нас есть и более дешевые операции, если это там связано с артроскопией, с менисками и так далее. Хорошо. Это самый дорогой пока что на сегодняшний день вариант. Понял. А теперь мне интересны ваши дальнейшие планы.
какие планы вы планируете расширяться? Об этом можете рассказать немного о будущем? Вы знаете, все время хотел открыть свою клинику, но пока не получилось. Ну вот мечтаю и работаю в этом направлении. Я имею в виду клинику, в которой будут оперировать. Ближайшие планы у меня, ну, продолжать делать то, что мы делаем. У меня такая работа, что вот никогда не знаешь. Вот в субботу-воскресенье был тур, играли футболисты. Вот уже 2 МРТ мне уже прислали. Вот я должен сегодня их показать профессору. В ближайшее время я рассчитываю прилететь в Казахстан. Там тоже у нас есть там много пациентов, много приглашений. И надеюсь, что это в июне, в июле получится. И буду рад вас видеть. Буду рад снова побывать в вашей замечательной стране, в которой я был счастлив и прожил 16 лет. Взаимно. А в вашей клинике хотите открыть клинику только для спортсменов или для всех людей? Нет, не бывает клиник только для спортсменов, такого не бывает. Потому что просто тот врач, который оперирует спортсменов, ну, для меня это как бы еще одно доказательство того, что это врач высокой квалификации. Потому что вернуть в спорт на тот же самый уровень профессионального спортсмена, это немножко задача такая, ну, наверное, более сложно. Хотя у профессиональных спортсменов есть свои преимущества. Они привыкли тренироваться, они молоды, у них есть, как правило, в распоряжении тренера, реабилитации, спортзалы и время для того, чтобы этим заниматься. Вот. Но мы сравниваем это все время, знаете, с Формулой-1. Как бы для того, чтобы обслуживать болид Формулы-1, нужна бригада механиков, высококвалифицированных механиков. Ну и если мы справляемся с такими задачами, то люди, как правило, нам доверяют и, в общем-то, ну, и тогда приезжают. У нас не только спортсмены, у нас достаточно много пациентов. Но у нас 3 недели назад уехали 3 пациента из Казахстана были. Ничего себе. Да. Да, обычные, то есть не профессиональные спортсмены, обычные люди, но это были люди все достаточно молодые, вернее, очень даже молодые, все они работают, то есть люди, привыкшие ходить в спортзал 5 раз в неделю, то есть это прямо наш материал, потому что, как я уже говорил, очень многое зависит от реабилитации. То есть вот мы со всеми остаемся на связи, и вот насколько я знаю, у всех пока все хорошо, и некоторые из них даже планируют приезд к нам на реабилитацию. Понял. На этом у меня вопросы закончились. Рад был с вами пообщаться. Желаю вам всего наилучшего, успехов в труде вашем, лечении. И, может, есть у вас какие-то слова напоследок, если есть, можете сказать. Имангали, спасибо вам большое, спасибо вам за то, что пригласили меня. Я с удовольствием, повторюсь, побываю в вашей прекрасной стране еще раз. И при возможности позвоню вам и с удовольствием с вами встречусь. И я вам также желаю успеха вашему подкасту, в вашей работе и здоровья вашим спортсменам и побед во всех соревнованиях. Спасибо большое. Иә достар, Михаилмен сөйлесіп менің түйген нәрсем, ол Шафкат менталдық тұрғыда өте мықты және травма болсын, өзінің қандай бір мәселелері болсын барлығын шешіп оралуға толықтай мақсат қойып, толықтай дайын болып тұр. Сондықтан оған күмән ұстаудың еш қажеті жоқ. Өз басым Михаилмен сөйлескеннен кейін бір Шафкат осы келесі жылдары оралып қалады деп өзім үміттеніп тұрмын. Және де олардан емделгеннен кейін көптеген кәсіби спортсмендер өздерін өте мықты сезініп, одан да күшті жетістіктерге жеткен болатын. Сондықтан біздің Шафкат та сөйтіп оралады деп сенеміз. Ал сендерге сұхбат ұнады ма жоқ па, комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Сендермен болған мен Иманғали, Сол ID арнасы, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Қош аман, сау болыңдар.